полдень – полигон «Мечта партизана». Название говорящее. Тут действительно легко прятаться, а еще очень непросто до сюда добраться. Впрочем, это не мешает приехать участникам не только из Ухты и Сосногорска, но завсегдатаем из Сыктывкара и Вуктыла. Всего в огненном рассвете участвуют 52 человека. Кстати, это не только мужчины. Я начинала автоматчиком, а снайпером я вообще пробую впервые, если честно, но мне понравилось. Снайпера, они больше как-то... их надо, чтобы их было не видно, надо где-то затаиться, надо долгое время выжидать. То есть там нету такого, что ты берешь, бегаешь, как автоматчик по сути. Мощность выстрела Алёниной СВД, как и любой другой снайперской винтовки в страйкболе, намного выше, чем у автомата. А это довольно важный фактор. Ведь страйкбол – это не просто военно-спортивная игра. В отличие от, скажем, пейнтбола, тут все на честность. Пульки пластиковые и без краски, поэтому не оставляют следов. Легенда игры – террористы и войска Российской Федерации. Террористы пересекают границу, войскам нужно их найти и уничтожить. У нас всего несколько заданий, не очень сложных, такие как пленение, подрыв точек, которые приносят очки террористам. По легенде игры это нефтеперерабатывающие шахты. Помимо этого, командам предлагается обнаружить в своих рядах двойного агента. Первый шпион оказывается в рядах террористов. В итоге ни заложника, ни лагеря, ведь его подорвал перед своим уходом капитан. Без фейерверка, зато со зрителями обошлось освобождение другого командира. Я провел достаточно много времени в плену стороны российской армии, соответственно, но они со мной там обращались хорошо, даже связывать не стали. Но вот вызволение, да, это было просто такой момент, который ради него только можно было ехать, дальше больше ничего не делать. То есть, когда наши товарищи из команды «Центр», прошу прощения, просто подошли к лагерю и расстреляли там 6 или 7 человек, сгрудилось втроем, просто потому что их никто не ожидал, это просто был идеальный штурм. Евгений знает, о чем говорит, ведь когда-то именно он с несколькими единомышленниками начинал это движение в Ухте. Со спринговых китайских пистолетов для детей до электропневматического оружия. Долгое время страйкбол был игрой друзей, но в этом году был признан официальным видом спорта. В перспективе участники смогут получать спортивные разряды. Нам просто, в принципе, это, насколько я понимаю, не нужно здесь. То есть конкретно кому кто сейчас играет. То есть мы получаем удовольствие от того, что ездим куда-то на игры в другие города или играем в своем городе. То есть если это даст нам что-то, что дает, например, в Москве, да, тот же самый Михаил Галустян, то есть это и полигоны при поддержке Министерства обороны, и какая-то техника, и тому подобные вещи. Когда-то ухтинским любителям военной тактики помогал ДОСААФ, но сотрудничество было недолгим. Да и новобранцев тогда было относительно немного, ведь тут нельзя просто прийти, заплатить и попробовать. Приходится вкладываться в дорогое снаряжение. Опытные страйкболисты говорят, примерно 50% новичков отсеиваются после первой игры. Мы помогали организаторам проводить игру, были в мертвой зоне мертвяков, восстанавливали, оживляли их. Первый раз приехали на это мероприятие поучаствовать, посмотреть, как все происходит, и захотели участвовать, как обычные игроки, также играть. В итоге с разницей всего в 9 очков побеждает команда военнослужащих. Главный вопрос, который заботил игроков даже после закрытия игры, кто же среди законников был шпионом? Разгадка оказалась слишком проста. По задумке организаторов, военные силы России не подкупны ни в жизни, ни в игре. Так что в их рядах двойного агента быть не могло с самого начала. Мария Кацова, телеканал Юрган, Сосногорский район.